Здравствуйте, с вами Николай Борисов и возрожденная рубрика «На страже». Что произошло в Якутии на неделе и к чему это привело? Начинаем. Во время прямого эфира на телеканале «Россия-24» глава Якутии Айсен Николаев отметил, что республике нанесен большой ущерб от природных пожаров. Он подчеркнул, что на сегодня стоит задача в кратчайшие сроки сократить площадь территорий, охваченных огнем. Руководитель региона отметил, что ни один населенный пункт в Якутии не пострадал от природных пожаров. Мы не допустили их перехода на жилые строения, нежилые строения. Конечно, есть потери по энергетике, достаточно большое количество линий электропередач у нас сгорает в этих пожарах, их быстро восстанавливаем с помощью аварийных бригад Якутскэнерго. Есть повреждения были по оптоволоконным линиям связи. Еще по теме пожаров МЧС Якутии проводит проверку в отношении работника республиканской пожарной охраны по факту видео, снятом в Хангаласском районе. Установлено, что компания из молодых людей, проезжая по трассе на территории Хангаласского района, обнаружила возгорание покрышки колеса в лесном массиве вдоль трассы. На расстоянии 300 метров находился автомобиль республиканской пожарной охраны. Ввиду неверного истолкования ситуации, работники пожарной охраны поняли действия молодых людей неверно. При повторном обращении один из работников совместно с молодыми людьми проехал к очагу возгорания и совместными усилиями затушили очаг. Данное видео распространялось в мессенджере WhatsApp без дальнейших комментариев самого автора. Благодарим молодых людей за проявленную инициативу. Свой ответ также записал начальник Качекадской пожарной охраны Георгий Тихонов. Автору видео хочу сказать, видео вы сопровождаете комментариями о том, что вас игнорировали работники пожарной охраны, что не соответствует действительности. В палаткам, к которым вы подходили, находились местное население, привлеченное к тушению лесного пожара. После подошли вы ко мне, к пожарному автомобилю, и мы вместе с вами поехали на место горения, и я потушил ранцевым опрыскивателем данное возгорание. Завершено расследование уголовного дела по обвинению двух жителей Среднеколымского района в убийстве родственника. Следствием установлено, что 30 ноября минувшего года в помещении хижины в ходе распития спиртных напитков между двумя мужчинами и их родственником произошла ссора, после которой мужчины договорились совершить убийство родственника. Когда мужчина вернулся после проверки сетей, один из обвиняемых вышел из хижины и произвел 2 прицельных выстрела из своего карабина СКС в грудную клетку и руку потерпевшего, отчего он упал на землю. После этого второй обвиняемый зарядил карабин патроном и, подойдя к нему, убедился, что он подает признаки жизни, после чего выстрелил ему в голову. От полученных огнестрельных пулевых ранений мужчина скончался на месте. После совершения преступления обвиняемые тщательно сокрыли следы, уничтожили личные вещи потерпевшего, оказывали содействие в поисках мужчины, тело которого они бросили в реку. Несмотря на это, следствием собрано достаточное количество доказательств их виновности, которые легли в основу обвинительного заключения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд Якутии для рассмотрения по существу. Ну и напоследок пятничная тема. Сотрудниками полиции изъяты около 3000 бутылок водки различных наименований. Экспертиза подтвердила, что акцизные марки изготовлены не производством Гознак. Алкоголь хранился в разных точках Якутска. Оперативниками установлены индивидуальные предприниматели, супруги 31 и 38 лет, а также 46-летняя местная жительница, которые незаконно приобрели и хранили немаркированный алкоголь с целью дальнейшего сбыта. Акцизная марка не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой. Соответственно, данная алкогольная продукция является контрафактом. С вами был Николай Борисов. Берегите себя и доверяйте только проверенной информации.